Варит Латов, Тагаурский Алдар, когда была карательная экспедиция Абхазова, он сделал свой выбор, он поддержал эту карательную экспедицию. И его за это история наказала. После этого российские войска пришли и сожгли его родовое селение Кубан, опозорив его. Да? И у нас есть другая история, история Мохаммада Тумаева, который, в отличие от Варит Латова, плюнул на свою карьеру и дал бой российско-грузинским войскам в руки. Не дал опозорить себя. Насколько я знаю, он потом бежал в Чечню. Там ему имам Шамиль предлагал стать своим наибом, но он отказался. И оказался в ссылке. Если я не ошибаюсь, в итоге его помиловали, но вот дальше есть версия, что он вернулся в рук, есть версия, что он не вернулся уже. Это трагедия, что историю Мохаммада Тумаева пытались стереть из нашей памяти. Если вы сейчас забьете в Гугле Мохаммад Тумаев, не так много ссылок выйдет. Мне многие писали после моего подкаста с Зауром Фарниевым, Малик, кто такой Мохаммад Тумаев? А я считаю вообще позором, что у нас нету парка в честь Мохаммада Тумаева, нет улицы Мохаммада Тумаева. Я буду всеми стараниями делать то, чтобы появилось, да, потому что он народный герой. Он из Центральной Осетии, Рук – это центр Осетии, это сердце Осетии. И он, для этого человека не было ни Южной, ни Северной Осетии, была одна Остинская земля. И когда на нее посягнули грузинские реставы, да, которых прикрывала российская власть, он плюнул на все. И многие скажут, что, может, он пошел против присяги. Он не пошел против собственного народа. Да? Он не пошел против собственной крови. Он дал бой. И, понимаете, вот его стерли из нашей истории. Мало о нем кто знает. Мало кто о нем слышал. Это беда. Когда из нас хотят сделать какую-то гомогенную серую массу, которая ничем не будет отличаться от людей там, из Рязани, вот начинается с этого, начинаются национальных героев, пытаются стереть из нашей памяти. Это наша история. Если мы не будем ее знать, над нами будут издеваться постоянно и постоянно. Мохаммад Тумаев, на мой взгляд, это центральная фигура для нашей истории. Это тот паладин, которого нам не хватает, да? То есть святой воин, который просто сделал выбор. Он отказался от хорошего удовольствия, которое давала российская армия, да, отказался от карьеры, понимал, что подставляет всю свою семью, всей своей семьи, его семье, то есть они тоже поплатятся за это. Но он просто не мог поплатить. Честь важнее всего. Честь и твой народ. Вот и все. Важно увековечить память Мохаммада Тумаева. Важно увековечить память Хашби Аликова. Да? Важно увековечить память Матеса Накоева. Да, важно увековечить много имен. Опять же, может, меня как заело, но повторюсь, Цоцко Амбалов, Агубет Латов, Бабу Зангиев, да, много фигур есть. Но для меня, я думаю, мне кажется, что для вообще остинского народа особое значение имеет вот для меня две фигуры. Аксо Колиев, ему память увековечена, и Мохаммад Тумаев. Это человек, для которого не было ни Северной, ни Южной Осетии, который был готов он отдал все за свой народ, за право, чтобы его народ никто не угнетал. Это колоссальная фигура. Я Пухаев. Есть знаменитый абрек Илико Пухаев, которому посвящена песня «Пухатый Илико Изарок». Да? По легенде он убил там 12 или 15 грузинских князей. Да? Потом его во сне убили. Колоссальная фигура, да. Человек, который тоже защищал интересы простого населения. Насколько я знаю, он вынужденно стал абреком. Он защитился девочек из Ксанского ущелья, которые в Тбилиси были и приезжали туда кормить детей богатых грузин. Да? Опять же, вы меня можете поправить в тонкостях истории. И над ними стали потешаться какие-то дети грузинских ареставов, балованные детишки, но уже взрослые, парни, да, и стали их, вести себя к ним недостойно. Он, если не ошибаюсь, кого-то или сбил, или убил, и потом вынужден был бежать, да, становиться абреком. Насколько я знаю, он грабил грузинских князей, и деньги он раздавал и бедным грузинам, да. То есть для меня Илико Пухаев – это моя кровь и плоть.
Но я должен вот от своего семейного хионизма отказаться и сказать, что первая фигура это Мохаммад Томаев. Да? Скажу даже больше, для меня огромное значение имеет фигура Эльмурзы Мистулова. Ну, это колоссальная фигура. Я думаю, на уровне с Лазарем Бичараховым. Невероятного достоинства человек, да, которого судьба просто перемолола. И он, читаешь, как про него писали казаки, это просто фантастика. И несмотря на то, что самоубийство запрещено в исламе, как и вообще в любой авраамистической религии, и несмотря на то, что он был мусульманином, он себя застрелил. Это я уже говорю про Эльмурзу Мистулова. Застрелил, потому что не мог принять, потому что много его ребят погибло, и он не мог просто уйти. Да, он посчитал это бесчестным. Это фантастический человек. Но для осетинской истории ключевое значение имеет фигура Мохаммада Томаева. И я готов на эту тему дебатировать с многими. И я буду делать все для популяризации имени Мохаммада Томаева. Вот для меня в нем все осетинское, что есть, вот выражено в имени и фамилии Мохаммада Томаева. Это наш национальный герой.